В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове, в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины, на частоте 105,9 FM. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, средства массовой информации уже с подтверждением пресс-службы президента России пишут о том, что Владимир Путин сегодня приедет в Крым. На украинском полуострове российский президент планирует посетить ряд городов, и закончится это турне большим митингом в Севастополе по информации средств массовой информации. Сегодня мы поговорим об этом, почему Крым оказался финальной точкой кампании Владимира Путина, какие объекты планирует посетить президент России, какое место занимает Крым в предвыборной кампании. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь? Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда. 14 марта в Крыму ожидают президента России Владимира Путина. В рамках его визита на полуострове запланирован целый ряд мероприятий. Так, в Севастополе пройдет многотысячный митинг. Как объяснил секретарь Путина Дмитрий Песков, дата митинга выбрана не случайно. Он состоится накануне годовщины так называемого крымского референдума. Также на площади Нахимова в Севастополе проведут концерт с участием российских звезд: Олега Газманова, Дениса Майданова, Вики Цыганова, Хора Турецкого и группы Любэ. Также в этот день Путин намерен совершить поездку в Симферополь и осмотреть здание нового терминала аэропорта. В соцсети ВКонтакте группа «Студенческие отряды Крыма» сообщила: руководство аэропорта объявило срочный набор рабочих среди студентов для наведения порядка на территории терминала. Ранее российские СМИ прогнозировали, что Путин приедет на полуостров непосредственно в день выборов. Но позже появилась информация о том, что в это время он будет в Москве и проголосует по месту прописки. Выборы президента России состоятся 18 марта в годовщину российской аннексии Крыма. Крым в центре внимания. Это радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения на обсуждаемую тему. Повторю еще раз: 8 800 1006 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Итак, давайте попробуем понять, почему Владимир Путин финалом своей избирательной кампании выбрал Крымский полуостров. Во-первых, доброе утро всем. Во-вторых, понятно почему. Если он назначил выборы на 18-е, то это значит, корень кампании и самый сильный козырь в своей избирательной истории Владимир Путин наблюдает в присоединении Крыма. В общем, это разумно, потому что эта идея поддерживается значительной частью российских избирателей. Проблема в том, что она выдыхается. В 2013, в 2014, в 2015 году был максимум популярности этой идеи. Сейчас людей больше тревожат экономические вопросы, социальные вопросы, деньги, цены, безработица, сомнения насчет завтрашнего дня. Крым уходит на второй план. Но при этом все равно в глазах большинства это главная заслуга Путина последних лет. Надо отдавать в этом себе отчет. Продолжим разговор об этом после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот я проживаю в Севастополе. Работаю в одном из бюджетных учреждений. Хочу подтвердить информацию. Действительно, сегодня запланирован на 17:00 митинг. Даже сократили время работы и принудительно, в принципе, заставляют участвовать в этом митинге под угрозой увольнения. То есть, если человек не придет на митинг, его уволят? Ну, информация была такая озвучена. Спасибо вам за вашу информацию. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете позвонить по этому номеру. Это бесплатно. Вы примете участие в нашем эфире. Мы даем право высказаться всем нашим радиослушателям. Если вам интересна тема обсуждения, либо вы можете сообщить информацию, как это сделал наш радиослушатель, который сообщил о том, что сгоняют на митинг под страхом увольнения в Севастополе. Звоните нам. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. Возвращаемся к разговору с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, вы слышали звонок, и что вы можете сказать по этому поводу? Вот севастопольцы сообщают нам о том, что под страхом увольнения сгоняют людей сегодня на площадь. Насколько важна картинка, которая сегодня будет транслироваться из Крыма? Я думаю, что она очень важна. Я думаю, что Севастополь, да и Крым в целом, сталкивается как раз с повседневной реальностью путинского режима, которая на самом деле очень похожа на советскую реальность. Конечно, никого сажать и зубы воевать не будут, но и даже, может быть, не уволят. Но стилистика вот такая: придите, обеспечьте явку, продемонстрируйте единство, помашите цветочками, и потом эта картинка будет показана по телевизору. Это очень важно для Владимира Путина, потому что его популярность, она и подкрепляется картинкой. Вот это очень важно понять. Степень мифологичности поддержки Владимира Путина, степень мифологических представлений о российском величии, вот эта радость от присоединения Крыма, она иррациональна, потому что за это приходится очень дорого платить. И люди начинают вот только сейчас это понимать. Да и то, в общем, они это не связывают с Крымом, они это связывают с санкциями, еще с какими-то там враждебными действиями, а Крым это хорошо. Они не хотят верить, что за каждое действие приходится платить. И вот картинка помогает убеждаться в том, что все прекрасно, люди поддерживают в едином порыве. Ну, в советские времена было точно так же, и мы помним примерно, чем это кончилось. Ну вот об особенностях нынешней избирательной кампании говорится очень много, в том числе и о том, что явка любой ценой должна быть на этих выборах. А что если нет? А что если не получится нагнать нужный процент явки? От этого что-то зависит? Ну, по сути, только картинка. Потому что на самом-то деле, значит, не получится. В России 111 миллионов избирателей. Если явка составляет 60%, это значит 67 миллионов пришли голосовать. На прошлых выборах была 65. Значит, активная пропаганда или раздражение людей, не желающих идти, я имею в виду пропаганда бойкота, ну, положим, снизит явку на 5 миллионов. Ну, будет там явка не 65%, а 60%. Может быть, даже 55%. Вряд ли она ниже упадет. Но зато чем больше активных людей проигнорируют эти выборы, тем среди тех, кто появится на избирательных участках, будет выше доля Владимира Путина. Поэтому стратегия бойкота, мне кажется, малопродуктивной. Ну, представьте себе, что у вас армия в 5 миллионов человек. Если вы ее сопоставите со всем объемом избирателей, 111 миллионов, это значит меньше 5%. Вы можете эту армию не привести на выборы, и тогда явка понизится на 4%, так, округленно. А если вы эту армию приведете на выборы и заставите за кого-то голосовать, то она будет уже сопоставляться не со 111 миллионами, прошу прощения, а с теми, условно говоря, 60-65 миллионами, которые придут голосовать. А это уже 7-8% от общего состава. То есть, когда вы воюете против явки, эффективность ваших действий примерно в 1,5 раза ниже.
Я думаю, что Навальный совершает ошибку, потому что явка все равно состоится. Просто потому, что далеко не все его слышат. Просто потому, что есть мобилизационные технологии. Просто потому, что есть электоральные султанаты, где все равно 10-12 миллионов человек по-любому не придут, а их приведут, условно говоря, на эти выборы. И в результате получится, что вот эта шумная кампания с бойкотом кончится, в лучшем случае, снижением явки на 5%. И в результате Навальный окажется, маргиналом. В краткосрочной перспективе, во всяком случае. В дальнейшем, может быть, это ему поможет, потому что когда начнется накапливаться разочарование в Путине, люди, может быть, вспомнят, что был такой Навальный, который предупреждал и предлагал не ходить, но непонятно, как скоро это произойдет, и непонятно, не появятся ли к тому времени другие люди. Потому что примерно такую же логику пытались реализовать такие люди, как, например, Гарри Каспаров. Что он был против, и потом когда-нибудь все вспомнят, что он был против. Или Ходорковский. Да, они были против, но жизнь уже ушла вперед, и вряд ли теперь их попросят вернуться, помочь там вместо Путина продемонстрировать свой потенциал и так далее. Я боюсь, что у Навального такая же траектория. Во всяком случае, на краткосрочном интервале, я думаю, система Навального обыграла. Он работает против явки, явка все равно будет, и в результате он останется, в глазах значительной части людей проигравшим. Продолжим эфир после того, как послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Да, можно говорить? Да. Можно, да? Вы знаете, вот сейчас вы часто упоминаете и говорите про Советский Союз, что совки были. Я уже пожилой человек. Жил и в деревне, и в поселке, и в городе. Вы вспомните, как же ехали на работу люди, счастливые, улыбались. Вы вспомните, когда заходили в автобус, всегда молодежь уступала место. Вы вспомните, какие мы были счастливы. Хотя не было у нас по 5 машин во дворе, как сейчас. А сейчас люди все обозленные, друг с другом не ходят, не разговаривают. Вы такое общество строите, а вы говорите, еще лучше, капитализм какой-то еще. Да мы будем как собаки. Вот я маленьким был, но не помню, чтобы люди прям счастливыми ездили в автобусах. Спасибо, тем не менее, за ваш звонок. Реплика нашего собеседника Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий, что вы можете сказать нашему радиослушателю? Это очень по-человечески, я очень сочувствую вашему слушателю. Он действительно так думает, он искренен, и надо относиться к нему с большим уважением. Но ведь в то же время надо понимать, что это картинка. Вот это восприятие. Ему кажется, что все в автобусе ездили с улыбкой на устах. А я большую часть жизни тоже прожил в Советском Союзе. Я помню эти тусклые лица в том же самом автобусе. Я помню, как моя мать, она была врачом. Для того, чтобы заработать 120 рублей в месяц, работала на 1,5 ставки. Это было там в 60-х, 70-х годах. А ставка была 80 рублей. Она приходила с работы обезноженная, вообще потому что ходила пешком по вызовам, измученная, и говорила о том, как ужасно, в общем-то, она была детским врачом. Давайте послушаем. И отец тоже пахал. Так что это зависит от восприятия, понимаете? Вот человеку раньше и вода была теплее, девушки моложе. Машин сейчас, во двор выйдем, машин полно. Ужас какой. А советский человек мечтал всю жизнь, копил на эту самую чертову машину. А сейчас вот, пожалуйста, машины, телефоны, телевизоры. А ведь это была проблема жизни, купить вот эту вот дребедень, который сейчас навалом. Возможно, вопрос следующего нашего радиослушателя касается современности. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, это из Крыма тоже звонок. Значит, по поводу Советского Союза, вот сейчас был разговор. Вот, как бы там ни было, Советский Союз уважали и боялись. Так, мы отошли от темы разговора. Простите, пожалуйста, но у нас тема разговора — приезд Владимира Путина сегодня в Крым. Скажите, насколько важным для вас, да, вы нам из Крыма звоните, насколько важным для вас является приезд президента России Владимира Путина, и может ли он решить те проблемы, которые есть у вас сейчас? Авторитет в мире сегодня, что бы там ни давил Запад, что бы ни делал, самый высокий авторитет у Путина, китайского лидера и Эрдогана. Значит, за Путина мы будем голосовать. Ни одного бигборда сегодня в Крыму за Путина нету.
Вот. Но экономическая агитация. Вы знаете других кандидатов в президенты России? Аэропорт, мост, это самое. Трасса Таврида. Да, я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Да. Вы знаете других кандидатов в президенты России? Всех знаю, всех 8, да. Хорошо, Вот. замечательно. Но они, конечно, они не политики, они не государственные деятели. Ясно. Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один звонок из Крыма. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Я вам скажу, что по поводу голосований. Ага. Это я в эфире, да? Да, это вы, говорите. Да. Я скажу вам по поводу голосования. Он вот эту показуху поставит, вы знаете, работники госбезопасности, вот эти все, милиция, полиция, все. Это люди, которые любят, знаете, себя показать. Он показал уже, мультики показали вот это отравление в Великобритании, все прочее, все. Он нагнетает до того обстановку во всем мире, что люди начали бояться. Он непредсказуемый, что в нем в голове и как все остальное. Но я думаю, есть силы, которые его поставят на место. Вот это голосование, это последнее, что не будет. Многие сомневаются, знаете, не пойдут на выборы, вот это все остальное. Ну, и российский народ понимает все, эту ситуацию, эту обстановку паскудную. Он много чего обещал. Ям, то, опреснители станции, все. Он обещает, он не выполняет. Главное показать, это же, как говорится, работник силовых структур. Они все обещают, а ничего не делают. Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, ваша реплика, вот чтобы подвести, наверное, итог какой-то нашей беседе и звонкам, да, тому мнению, которое мы услышали от наших радиослушателей в Крыму. Пожалуйста. Во-первых, сколько голов, столько умов. Это совершенно правильно. Кому-то Путин нравится, у кого-то он вызывает раздражение. Вопрос в численном соотношении этих людей. Я думаю, что сейчас в стране в целом люди все чаще сомневаются в Путине, но они не видят альтернативы. Они считают, что это вот единственный рациональный, осознанный выбор. Поэтому на выборах Путин победит с результатом, как мне кажется, там порядка 70%, плюс-минус 5%, при несколько пониженной явке. Порядка там 60%, опять же плюс-минус 5%. Напомню, что в 2012 году явка была 65%. Сейчас скорее будет немножко ниже, но не сильно. Но проблемы у него начнутся после выборов. Потому что сейчас люди думают, что надо дать отпор Западу, еще там что-то в таком стиле. Дадим отпор Западу, это у нас не проблема. А появятся проблемы с деньгами, с работой, с ценами и со всем остальным. И вот здесь-то как раз Владимиру Путину придется спуститься с небес, где он борется с происками Запада, и решать экономические проблемы. Я имею в виду в глазах избирателя. А их решить, я боюсь, в течение ближайших 3-5 лет не удастся. Слишком много ошибок было сделано. Поэтому Путин победит и встретится с незнакомыми для себя и нарастающими в числе проблемами. И мы вместе с ним. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Вы попадете в прямой эфир. Звонки на номер 8 800 1006 926 бесплатные. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. С нами на связи Сергей Таран, украинский политолог. Сергей, здравствуйте. Итак, о проблемах, которые могут возникнуть у Владимира Путина после завершения президентской кампании, которую он частично проводит и на Крымском полуострове. Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать выборы, которые проводятся в Крыму. Насколько будет воспринято мировым сообществом этот призыв и насколько под угрозой, да, признания этих выборов, этого процесса, который мы будем наблюдать в Крыму? Выборы, конечно же, никто не признает, и там не только потому, что кто-то больше или меньше любит в мире Украину, а потому что, признав выборы в Крыму, мир и отдельные страны получили бы больше проблем, поскольку бы признали прецедент, когда какая-то страна захватывает чужую территорию и считает ее своей. Если мир будет признать
признавать то, что делает Путин в Крыму, то тогда будет целая цепочка подобных прецедентов в других точках мира, и будет глобальная мировая нестабильность. Поэтому выборы в Крыму, конечно же, никто не будет признавать, как бы Путин этого не хотел. И я думаю, и Путин сам это понимает, но для него все это шоу нужно для того, чтобы было что-то показать россиянам. Только ничего, кроме захвата чужих территорий, он не может ничего показать такого, что достиг за свои уже вот многолетнее правление. Говоря о захвате чужих территорий, наш предыдущий эксперт Дмитрий Орешкин говорил о том, что да, действительно, крымская история — это единственное, чем может похвалиться российский президент за свою уходящую каденцию. И эту историю пытаются реанимировать сейчас, да, чтобы россияне вспомнили о том, чем должна запомниться эта каденция Владимира Путина. А дальше-то что? Вот для того, чтобы удержать власть, на какие шаги способен... Террор и война, это все, что остается у Путина. Дело в том, что дальше же экономически не будет лучше. Ведь санкции остаются, ведь неприятие дипломатической России остается в мире. Ведь Россия, как и была, так и будет отрезана от передовых технологий в нефтедобывающей сфере, в военной сфере. И все, что останется, это вот показывать россиянам о том, что может вести маленькие победоносные войны. И поэтому Россия останется центром нестабильности. Для Путина главный вопрос будет в том, каким образом уходить из власти, потому что диктаторы, подобные Путину, всегда имеют проблему тогда, когда они при власти, тогда, когда уже время уходить настает, это по разным причинам происходит, и вот тогда нужно гарантировать свою безопасность. И редко кто из диктаторов выживал этот период переходной. Поэтому для Путина будет очень важно думать над тем, кто будет следующим в России и каким образом он будет уходить с власти. А то, что он может более-менее продержаться, я, честно говоря, не сомневаюсь, потому что, скажем так, толерация россиян к экономическим проблемам очень высокая. Они могут выдержать все. Они еще Советского Союза привыкли терпеть. Поэтому терпеть-то не будут экономические проблемы. Но Россия сама будет постепенно деградировать и становиться не то, что там не мировой державой, а такой региональной страшилкой, напоминающей Северную Корею с непонятным будущим. Вот как-то выйти из этой ситуации Путину рано или поздно будет нужно. И вот, наверное, над этим он будет думать. У нас немного времени осталось. Наша аудитория в Фейсбуке пишет, пусть его, видимо, Владимира Путина, повезут по разбитым дорогам. По разбитым дорогам, скорее всего, его везти не будут. Средства массовой информации сообщают о том, что Владимир Путин посетит строящийся ТЭС, Керченский мост и новый терминал в аэропорту Симферополь. И здесь мы видим, что 4 года спустя вот главными достижениями России во временно оккупированном Крыму как раз-таки является восстановление сообщения транспортного, да, и восстановление энергоснабжения Крымского полуострова. Насколько крымчане вообще понимают, что вот эти прорывы, которые сегодня также будут, наверное, обозначены в российской информационной повестке дня, насколько это на самом деле не прорывы, а восстановление того, что у Крыма было, у украинского Крыма? У нас минута осталась. Думаю, что есть, конечно же, крымчане, которые прекрасно понимают всю иллюзорность достижений Путина. Но, наверное, большинство остается под влиянием пропаганды и в стране самой, и в России, и в Крыму. И альтернативной информации не смогут получить. В принципе, так же было во времена Советского Союза. Поэтому я думаю, что, конечно, ситуация информационная сложная, конкуренции тут практически в Крыму нет. Но я думаю, что всегда найдутся крымчане, которые будут чуть-чуть больше видеть, чем показывает крымская пропаганда России. И я думаю, что всегда они смогут найти правду. Вопрос только времени, когда это выльется в политическое действие. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Таран, украинский политолог. Напомню, что вы можете присоединяться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. Этот номер для звонков из Крыма. Звонки на него бесплатны. Напомню, что мы перемещаем наше вещание со средних волн в интернет, увлекаем нашу аудиторию за собой. Также напоминаю, что мы ведем круглосуточную трансляцию на частоте 105,9 FM. Нас можно слышать на этой частоте в северной части Крымского полуострова. Продолжим через несколько минут.